Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына в тишине пошли домой. Дорогие друзья, сегодня у нас в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби. 78 лет тому назад гитлеровская Германия переступили границу Советского Союза и началась Великая Отечественная война. Многие ушли на фронт из нашего района, половина не вернулись, остались в полях битвы. Сегодня в селении Юхаристаль хороший если мы скажем, для государства День памяти и скорби, но в этом селении, в Сулейманстальском районе, еще открывается еще один обелиск памяти павших. Для открытия нашего торжества позвольте мне слово предоставить председателю оргкомитета для открытия обелиска, значит, члену Общественного совета Республики Дагестан Бутаеву Низами Ниязовичу. Добрый день, дорогие юхаристальцы. Я хочу от вашей имени поприветствовать наших дорогих гостей, которые приехали из Москвы, из Махачкалы, из Дербента, из соседних районов нашего района. Сегодня на самом деле очень скорбный день. С другой стороны, мы сегодня открываем большой памятник нашим участникам Великой Отечественной войны. Из нашего селения уехали 113 человек на войну. И многие, они добровольно, не призывая, поехали защитить свою родину, свою землю, свою семью, свой родной край. И 113 человек вернулись, 1/4 часть. И 113 человек, 78 человек погибли на полях войны. Я хотел сказать, на самом деле здесь еще памятник был раньше тоже. Как-то наши аксакалы, жители села,
попросили обновить этот памятник. Как-то юхаристальцам по ихнему настроению, духу не соответствовал этот памятник. Попросили нашего земляка. Я должен сказать, что многие наши жители возведения этого памятника, многие своими финансовыми, моральными и другими возможностями помогли воссоздать этот красивый памятник нашим ветеранам, участникам и тем, которые не вернулся, значит, с войны. Здесь написано, вписаны в этот монумент 113 фамилий. Я хочу вам сказать, это великие люди. Они не только защищали себя, они защищали членов своих семей, свою землю и родину. Молодцы! Я думаю, что этот памятник будет для нашей молодежи таким местом поклонения. Каждый год будет собираться, и наших дедов, они будут продолжать эту хорошую традицию. Это в воспитательном плане очень существенный, очень значимый памятник для наших сельчан. Я думаю, здесь будет принимать и пионеры, и придут, как говорится, жених с невестой, будет поклоняться перед людьми, которые ушли на фронт и которые не вернулись. Я благодарю всех. Вот в сегодняшнем мероприятии участвуют наши гости, которые приехали с Москвы. Гости наши, генералы наши, Сергей Данилович Ледовских, Эминов Тагир Хеирович, Жуков Виктор Вячеславович, многие-многие другие. Я здесь говорил, что в возведении этого памятника, значит, участвовали многие сознательные, уважаемые, не только себя, но и всех людей, которые проживают на этой земле. Честно говоря, многие обратились из Совет старейшин, возникнут вот этот памятник нашему великому другу, сельчанину Пирмагомед Карахановичу. Это в основном надо сегодня подчеркнуть, что он объединил многих людей, своих друзей с помощью, как говорится, да, вот сегодня вот этот монумент сегодня стоит на этой земле. Я должен сказать от имени вас, присутствующих и отсутствующих тоже наших сельчан, большое спасибо сказать этому человеку, великому человеку. Я хочу сказать доброго здоровья Магомед Карахановичу и его друзьям. Пусть они всегда едут в наш Дагестан, район и наше село на хорошие, приятные мероприятия. Удачи, успеху им тоже. Спасибо за вот этот великий монумент. Дорогие друзья, звучит гимн Российской Федерации. Слово предоставляется первому заместителю главы
муниципального района Сулейман-Сальский район Аручеву Владису Абидиновичу. Спасибо, Ерахмед Мирзой, за предоставление слова. Уважаемые друзья, уважаемые гости, уважаемые юрхаристальцы, я в первую очередь хочу поприветствовать на нашей земле великого Сулеймана, наших гостей из Махачкалы, из Москвы, из Дербента, из других районов Дагестана и городов. Уважаемые юрхаристальцы, сегодня они приехали к вам в гости, и хочу выразить от главы муниципального района большую благодарность и признательность за участие в Дне памяти, посвященной открытию сегодня мемориала Селению Харистал. Сегодня для нас особенный день. Это день памяти и скорби для нашей страны России. Мы отдаем дань памяти нашим землякам, соотечественникам и харистальцам, участвующим и отдавшим свои жизни на защиту и свободу отчизны, самой страшной для человечества и Великой Отечественной войне. 3950 человек из Сулейман-Сальского района участвовали в этой войне, из которых большей половины не вернулись к родным очагам. Среди более чем 27 миллионов человек, погибших в этой войне, находится и 54 юхаристальца. А всего на фронт из этого села ушло 128 молодых парней. Прошло более 74 года после окончания Великой Отечественной войны, но страдания об этой войне остаются до сих пор. Поэтому герои этой войны не забывают о подвигах дедов и родных. Сегодня на это подтверждение открытия мемориального памятника Селению Харистал. Открываю обелиск участников Великой Отечественной войны 41-45 годов юхаристальцам. Мы вспоминаем те летние дни 41 года, когда вместе работали на полях молодые юхаристальцы ушли на защиту родной родины. Мы навечно будем помнить подвиг наших отцов и дедов. В открытии этого прекрасного памятника истории своей большой вклад внес достойный сын Сулейман-Сальского района Пирмагомед Караханович Балакаримов, который вместе с памятником благоустроил прилегающий парк. Этим он создал красивый объект в центре своего родного села. Мы надеемся, и в дальнейшем он продолжит добрые традиции наших земляков, меценатов. Администрация муниципального района Сулейман-Сальский район со своей стороны асфальтировала прилегающую улица Музейная. От имени главы муниципального района Наримана Шамсудиновича, собрание депутатов и жителей района и селения Юхаристал выражаю искреннюю благодарность семье Балакаримовых и лично Пирмагомеду Карахановичу за такую благотворительную акцию на благо своих сельчан. Пусть это прослужит примером и для других, и на этой земле не будет места войне и конфликтам. Желаю процветания Сулейман-Сальскому району, Дагестану, Россию. Спасибо. Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой минутой, каждым дыханием. Помните, люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Памяти павших объявляется минута молчания. Спасибо, дорогие друзья. Слово предоставляется нашему гостю Сергею Даниловичу Ледовских, генералу. Дорогие друзья, уважаемые жители селения Юхаристал, 78 лет назад нашу мирную жизнь прервала война.
первый же день по всему Дагестану начались стихийные митинги. Собирался народ. В городских районных военкоматах горцы стояли в очередях, чтобы их немедленно отправили на войну, на борьбу с гитлеровскими захватчиками. Жители Дагестана в количестве более 140 тысяч человек принимали участие на всех фронтах. Они сражались у стен Бреста, под Ленинградом, Киевом, Одессой, Севастополем, Сталинградом, Новороссийском. Они сражались в Белоруссии, на Украине. И сражались очень достойно. История помнит, что из Дагестана уходили семьями. По 6-7 братьев плечом к плечу сражались на фронте. Порой их матери не дожидались ни одного из них. 51 человек дагестанцев стали героями Советского Союза. 6 человек полными кавалерами ордена «Солдатская слава». Не могу не отметить, так как это Лезгинская территория, 3 человека герои Советского Союза, среди них лезгины. 1418 дней и ночей длилась война. И каждый день это боль утраты, это огонь, дым и пламя. Но наши люди стояли насмерть. Из вашего села, как уже отметил глава, 113 жителей ушли на фронт. Вернулись только 40. Это были чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. Это героическое поколение, благодаря которому мы сейчас живем, сделало все возможное, чтобы враг не превратил свои планы в действительность. А план у них был простой: истребить все население Советского Союза. Да, нынешнее поколение должно помнить. И здесь очень приятно, что портреты героев держат те, которые сейчас живут под этим мирным небом. И сегодня, открывая этот обелиск, когда мы с Магомед Карахановичем, вашим земляком, чьи предки лежат в земле на кладбище в Юхаристал, принимали решение, оно было непоколебимым, поверьте, это был порыв души сделать для родной земли, которая выпустила тебя в люди, для людей в первую очередь, для юхаристальцев, памятную, чтобы не только мы, а и оставшиеся после нас поколения видели и помнили, какой ценой досталась эта победа. Но я в заключении хотел бы вот что отметить. В период Великой Отечественной войны фронт не дошел до Дагестана. Линия фронта остановилась под Моздоком. А сегодня, к сожалению, Дагестан на переднем рубеже, на передней линии фронта. Сражается уже с новым врагом, которому имя международный терроризм. И опять, как 70, почти 80 лет назад, дагестанцы не дают и не позволяют превратить их коварный замысел в реальность. Особенно буквально 2 днями ранее это отметил наш президент. Отвечая на вопрос жителей Ботлиха, он подчеркнул, что 20 лет назад именно народ Дагестана
не позволил этому международному терроризму ворваться на ее землю. Народ Дагестана хочет жить под мирным небом, и он никогда не даст. И сегодня ваши герои, Магомед Нурбагандов, мальчишка, но он не предал ни свой народ, ни свою родину. Работайте, братья, сказал. И братья, которые сейчас стоят на защите мирного труда, созидательного труда дагестанцев, именно работают. Низкий поклон вам, юхаристальцы. Спасибо вам большое за таких героев. К микрофону приглашается член Общественной палаты Республики Дагестан и Российской Федерации Магомедов Айгун Халидович. Уважаемые дагестанцы, уважаемые сулейманстальцы, уважаемые юхаристальцы, я хочу прежде всего выполнить почетное поручение Общественной палаты Российской Федерации и зачитать приветственный адрес, который подписал и со мной должен был сегодня быть здесь Герой России Бочаров Вячеслав Алексеевич. Но учитывая, что у нас в 20-х числах проходит сообщество, форум в Архангельской области, он не смог приехать, но прислал вам теплый адрес. Зачитываю. Святое дело увековечения памяти павших защитников Отечества всегда являлось делом настоящих патриотов страны, людей с высоким чувством гордости за свою родину и свой народ, уважение к его великим свершениям, достойным страницам прошлого. От имени Общественной палаты Российской Федерации благодарю жителей села, меценатов, всех неравнодушных к памяти павших дагестанцев за восстановление парка боевой славы Юхаристали. Ваши односельчане внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 113 сельчан ушли на защиту Родины, и только 40 из них вернулись домой. Война принесла горе практически в каждую семью. Строительство памятника воинам-односельчанам – благородное дело. Пусть открытие памятника послужит на благо сохранения исторической памяти о героических земляках, воспитанию подрастающего поколения на героических примерах. Желаю крепкого здоровья ветеранам, долгих лет жизни, тепла родным, процветания вашему селу. Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой России Вячеслав Алексеевич Бочаров. Вручаю эту грамоту для музея. Кто? Низами, подойди. Ты у нас в этом селе. Вот музей, пожалуйста, на память. Хочу от себя сказать огромное спасибо выходцам, меценатам из этого села. Магомед Караханович не только в своем родном селе помогает, он всему Дагестану помогает. Он и Дербенту помогает, он в Москве помогает. И вместе с Сергеем Даниловичем они прекрасные люди и ведут свой бизнес на достойном уровне. Я хочу поприветствовать здесь моих старых друзей, которых я сегодня встретил. Алимет, мой однокашник по партийной школе, Иванов. Здесь Насир Алиевич, мой старейший друг. Спасибо, что ты принимаешь участие. Кто еще? Юнус Балабеков, с которым я много лет работал. И они работали в Министерстве сельского хозяйства, начинали Балакеримов и Балабеков, оба. Абдулатипа, генерала, моего давнего друга, налоговая полиция Дагестана, который успешно работал и в органах, и на налоговых органах. Так, еще кто? Загир Гамидович. Это бог всех лезгин, я вам скажу. Это удивительный человек, которого надо ценить и любить. Я хочу сказать, что из Юхаристала вышло много знаменитых людей, профессоров, академиков. Вышел наш друг Магомед Караханович, имам Низамудинович Яралиев. Это тоже человек, который достиг очень больших
служебных должностей. Во-первых, он был прокурором республики многие годы, я с ним работал. Он был членом Государственного совета Республики Дагестан. Он был мэром города Дербента, был главой Сулейман-Стальского района. Его, видимо, нет, я пытался ему позвонить. Ему тоже большой привет и пожелание, чтобы он и дальше создавал рабочие места, прежде всего юхаристальцам. Спасибо всем, желаю добра и счастья. Слово предоставляется Абдулакимову Кериму Чубановичу, председателю Совета старейшин села. Hürmetli seçilmeleri katılmayı Yunus olmayan ve utanma muhmana ki şu kodkan ve merekatı uçil hada o da Mehmet'e Avunva işte rahmetlik Turuşka Dağlatır ila Avunva Sami Seyişka Dağ Koy Mehmet Ağ Kazan Şakoy Şep Sağ selamat koy Sağ ol koy Sağ Дорогие друзья, наступила торжественная минута, и почетное право открытия обелиска предоставляется заместителю главы района Аруджу Латису Абидиновичу, Бутаеву Низами Ниязовичу, Магомедову Айгуну Халидовичу, Ледовских Сергею Даниловичу. Дети войны оборванного мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедала. Полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали, взрывались. Смешалась кровью черная земля. Кто был инициативом? Представьте сперва, как вас зовут, фамилия, имя, откуда вы приехали? Значит, несколько лет назад мы с товарищем, с которым мы идем по жизни уже больше 30 лет, служили вместе. Я с Дагестаном связан тоже около 40 лет. Он местный. Балакеримов Магомед Караханович. Несколько лет назад мы увидели, он сказал, что вот есть памятник в селе. Он уже, как говорил ваш глава, приходит просто в негодность. Время делает свое дело. И мы приняли решение вот это вот все организовать и сделать. Очень помогли жители, во-первых, и морально. Помогли
органы самоуправления, в окне. помогли местные И художники, выбежала мы из дому определились. девчонка. И вот сегодня вы видите, что из этого вышло. Мишка, как А как вас зовут, фамилия, имя, откуда вы приехали? Ледовской Сергей Данилович, мы из Москвы. Ни голоса Я не из Москвы, слышно. генерал-лейтенант. Победу Уже в нынче отставке. празднует страна. Служил в органах А государственной сколько же безопасности их? и в налоговой полиции. Девчонок. Сейчас пенсионер. И Как вы мальчишек связаны с Юхоростаном? осиротила. Подлая Более 30 лет назад мы война. познакомились с Магомед Карахановичем. С тех пор я приезжал по работе в Дагестан, начиная с 80-х годов. Где-то вот и 80-е годы. На эстраду приглашаются ученики Юхористанской сельской общеобразовательной школы. Пожалуйста. И христианин. Но открою один секрет. Он родился 19 января на крещение Господне. Поэтому мы, наверное, и сошлись. Спасибо вам. Год потери страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем и силушка, и стать. А за ним второй пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно, — «расстреляет!»
Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ей чинно: ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает? Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила, о, не пожелаешь и врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Но тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего груди к своей прижал. Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец смолвил: битая, отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляет. Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уже не жить сыночком, не цвести. Дура матка, получает немец. Одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь. Inşallah
Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Здравствуйте, уважаемые гости и жители нашего села. Мы благодарим всех, кто, несмотря на столь поздний час, пришел отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. Ко дню памяти и скорби в ночь на 22 июня по всей России и в других странах проходит торжественная ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти», во время которой активисты молодежных и других общественных объединений выходят на площадки воинских мемориалов и зажигают вместе с ветеранами свечи памяти. В этом году мы, юхаристальцы, тоже подключились к этой акции благодаря открытию в нашей школе гражданско-патриотического центра Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». А сейчас прошу всех принимающих участие в этой акции поставить свечи в память всех участников Великой Отечественной войны.
Страшную цену заплатил советский народ за победу в этой войне. 1418 дней и ночей шли кровопролитные бои. 27 миллионов шагнули в бессмертие, чтобы дать жизнь будущим поколениям. Помните о тех солдатах, которые прошли через ужас войны. Погибли, пропали без вести, остались живы. И память эта будет жива, пока об этом помним мы и наши дети. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби помолчим и постоим. Объявляется минута молчания. Пускай летят года, идут века, но в скорби день мы зажигаем свечи, чтоб помянуть ушедших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной. И пусть пройдут года, пройдут века, но в этот день мы молимся за них. Мы будем помнить павших имена. Они для нас живее всех живых. Слово предоставляется руководителю Краеведческого музея Юхаристайской школы Ахмеду Мирзоевичу. Hürmetli yurttaşlar, Şinika, atanılan muhmanar, keçiz var, tanıp kan odis halatımız var, deve Allah'ına, волейбол кучуна, чи участниками, без козу война, зурба памятник сигнус, телефки брос, içgal kuha bros, devede mahtuda, ihtiyaç zahmet harcı kudu kız. Sadece çizus var, amistorda, hamçını karkozu uğraş litra, çi toksten, ayları çilenek toksa, zan zahmet harcı kudu var, paiskov kolahar tuhon pataka. Сейчас Джигонумuz var, Сашмуткас, Алиев Сулейман Гасанович, Хакмат Сашмуткас Хахти, Халеч Обрун, Геле Озуз Вагалик, Таихан Вача, Абор Хинал Кчудмота. Вот. Кез Пезма Ямдес, Чихох, Амиш Рикалхан Кандакин, Чи Хурин вияр хики хучканата хака чи советри кумати девирда хайдаведа казба хамировой войната хикон телефонат исанат сезузва танис кликна хамиша иброн вихтис чна ikramун пада казма ямдез ихти чулулер чурувилер давел дагав dünyada oldu huy huy hamisha Сейчас dünyada ıslah ol koy, can sağ ol koy, hürmet koy. Bana da karşıdan. А сейчас волонтер Победы Исмаилова Зайнабад прочитает стихотворение.
Стихотворение Татьяны Лавровой 22 июня. В тот страшный день земля рванулась в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небо. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели. Вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели. Желали выжить в грозный час войны. Война, как ком, катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом. Чтоб защитить от ужасов фашизма права на жизнь, что рушились кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит. Жива любовь, зарубцевались раны, но этот день июня не забыт. Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе Юхаристайской школы Эльзе Аслановне. Уважаемые участники акции «Свеча памяти», все вы знаете, что мы здесь собрались для того, чтобы почтить память той великой даты, когда началась война. Кровавая, Великая Отечественная война. В ночь с 21 по 22 июня в 4 часа утра, без объявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, фашистские войска напали на нашу страну. Ровно 1418 дней и ночей продолжалась эта война. 22 июня 2019 года будет 78 лет с этой даты. Многие умерли на поле боя. Многие пропали без вести, не вернулись домой. Но и в памяти тех, кто остался жить, война оставила страшный и незабываемый след. Все мечты, надежда, любовь, все рухнуло в один миг. Погибло более 27 миллионов человек. С полей сражения не вернулся каждый 8-й. 17 110 городов и поселков стерлись с лица земли. Были убиты 4 миллиона детей, 13 миллионов остались сиротами. Хоть прошло столько лет, но в памяти народа будет так же, память народная будет так же свежа, как свежи неувядшие цветы на братской могиле. Я желаю вам, дорогие участники нашей акции, чтобы мы все больше не слышали такое слово, как война. И, конечно же, согласие. Спасибо всем за участие в этой акции. Рамазанова Фарида стихотворением Анны Медниковой «Война». Седые волосы и очень грустный взгляд. Слеза не катится уже, нет больше силы. Она пришла сюда впервые год назад и каждый день потом с тоскою приходила. Ей дал Господь 2 сыновей и дочь, но счастье это так недолго было. Пришли однажды немцы в злую ночь и всю деревню в полчаса убило. Кричали дети, выла мать навзрыд, пытаясь заслонить с собой родимых. Но пуля никого не пощадит. Погибли все, ее лишь зацепила. Рассвет и гробовая тишина. Не верит мать, что все еще живая. Война, за что жестоко ты, война? За что детей ты наших убиваешь?
Рыдала мать от горя и потерь, рыдала за людей, погибших ночью. Нет больше слез, соседей и детей, нет больше ничего, лишь жизни прочерк. Оградки не было, 3 холмика с крестом, и мать лежит, закрыты ее веки, и молит Бога только об одном, что больше не было войны на свете. Слово предоставляется исполнительному директору Дагестанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Афият Сулеймановне. Здравствуйте, уважаемые гости и участники сегодняшнего мероприятия. Я от имени Дагестанского регионального отделения, от председателя Дагестанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Магомеда Гусейхановича приветствую вас сегодня здесь. Спустя 78 лет назад началась эта великая, жестокая Отечественная война, которая оставила свой жестокий, кровавый след в семье каждого из нас. Спустя столько времени мы помним с вами эту дату, потому что она нам очень дорога. Ведь хочу также сказать, что мы последнее поколение, которое можем видеть в лицо наших победителей, которые принесли нам эту великую победу ценой своей жизни. Мы должны им сказать огромное большое спасибо. Проводя такие мероприятия, мы показываем, что мы ценим, что мы помним и знаем эту великую победу. Также вам, всем участвующим в этом мероприятии, хочу сказать большое спасибо и желаю вам мирного неба над головой, чтобы вы никогда не видели таких жестоких дней. Спасибо. Ход жизни невозможно остановить. Все меньше свидетелей тех трагичных событий. Но настоящее никогда не бывает без прошлого. Никто не забыт и ничто не забыто. Thank you.